Вообще телевидение, мне так кажется, это клан единомышленников. Вот если он существует во всех ипостасиях, от директора до ассистентов, там, администраторов, и это все нанизано на свою определенную ментальность этих людей, тогда получается очень интересный, дурацкое слово, продукт, контент, я не знаю, программа, просто назовем программа. Башкирское телевидение – это большая жизненная школа. Не только школа по профессии, но и школа такая, которая делает характер, делает людей. Потому что у нас в коллективе, что не возьми человека, то личность. Мне сверху, скорее всего, посылали тех людей, которые были мне нужны для жизни. И поэтому складывались такие тандемы, такие трио, такие коллективы, где мы все были на одной волне, где было приятно работать, все друг друга понимали с полуслова, с полувзгляда даже. Начало 90-х. В Москве открыт первый коммерческий телеканал «Дважды два». Один из его руководителей – наш земляк Салават Мубаряков. К примеру центральных каналов решил последовать и Салават Кильдин. Уфе нужен свой коммерческий канал. На должность директора пригласили Салавата Мубарякова. Главным редактором стал Риан Бекчентаев. В феврале 1992 года телеканал «Толпар» впервые вышел в эфир. Это, конечно, было явление. «Толпар» получил возможность вещать самостоятельно на отдельном телеканале. Причем этот телеканал получил мощный телевизионный передатчик в метровом диапазоне. В нашем распоряжении появилась студия, замечательный студийный павильон, студия с 3 телекамерами. Монтажных аппаратных не было, и поэтому мы вынуждены были работать только в прямом эфире. Собеседование проводил сам Салават Арсланович Мубаряков. Уникальный просто человек. Вот. Он был для нас богом, потому что он был высокий, красивый, всегда ходил такой вот в кожаных штанах. Тогда это было вообще просто. Вот. И говорил очень четко, внятно, понятно. В общем, побаивались, уважали его мы. Ну, на самом деле, конечно, это не ограничилось никакими информационными там какими-то заметочками в новости. Через 1,5 года я начала делать проект «Молодо-зелено». Ну, и так вот телевидение стало моей жизнью. Ну, уже 22 года прошло. Ну, вот я вспоминаю, например, в детстве, сидя, скажем, у радиоприемника, как-нибудь в темноте, крутишь ручку настройки и переходишь от одной радиоволны к другой, слышишь разные голоса, разные страны, то испанский язык, то итальянский, английский, французский, немецкий. И тогда вот я в детстве мечтал, что вот будет когда-то время, когда можно будет также вот настройкой плавной находить телеканалы, телевизионные станции, и не только слышать другие страны, но и видеть. И действительно такое время наступило. У нас такая вообще творческая обстановка была вот в телерадиокомпании «Толпар». Я никогда не вспомню, чтобы вот эти вот руководители, главный редактор или директор повысили на нас голос. И вот, наверное, вот эта вот установка, которую я получила вот в таком молодом возрасте, я и, в принципе, стараюсь ее придерживаться. Ведущими у нас были очень интересные девушки и парни, скажем, Динара Шамсиева, Эльза Исламова, Артур Валеев, Фания Давлетбаева, Александр Наймушин. Новый канал, конечно же, сразу привлек внимание телезрителей. Новые лица, свободные манеры ведения. Мубаряков требовал работать без текстов, на импровизации. Молодые журналисты. Все дни недели разбиты по темам: искусство, здоровье, спорт. Открытая студия. Зрители могли принять участие в прямом эфире. «Толпар» была еще и очень хорошей школой кадров. Ну, достаточно сказать, что, например, нынешний директор государственного унитарного предприятия телерадиовещательная компания «Башкортостан» Галим Минигалевич Якупов свою телевизионную карьеру начинал именно у нас в «Толпаре» в 1993 году. Но многие воспитанники «Толпара» работают сейчас успешно в Москве на федеральных телеканалах. В частности, вот Артур Валеев или, скажем, Рамиль Гатаулин, ну и многие другие. Для ребят все было в новинку. Первый эфир дикторов,
Первые репортажи журналистов, первые марафоны. И Михаил Сергеевич Горбачев появился впервые тогда вот на нашем телевидении региональном. И вообще это его был в 1994 году первый выход после его опалы, после отставки. Мы на свой страх и риск его выдали в эфир. Это тоже запомнилось, был большой к этому интерес. Отношение к коммерческому каналу было, прямо скажем, неоднозначным. Кое-кому казалось, что на канале крутятся большие деньги. Хотя сейчас, по прошествии времени, выяснилось, что никто из работавших там не обогатился. Но было как было. В одно прекрасное утро сотрудники пришли к опечатанным дверям. Толпар величайшим указом закрыли. Канал остался. Когда кто-то решил, что слишком много коммерческого в этой телекомпании стало, ее забрали у тех, кто ее делал, и решили, видимо, а почему бы нам не создать на его базе, на базе этой частоты свой республиканский канал. И вот появился третий канал, кстати, прародитель будущего БСТ, надо сказать. Я предложил тогда Эльзе Хоревой, и очень известной журналистке, тогда, да и сейчас, создать новое средство массовой информации. Стали создавать новую структуру. На третий канал потянулась молодежь. Началось регулярное вещание. Все как положено у взрослых. Новости, передачи, музыка, фильмы. Но вот атмосфера особая. Ну, чем он отличался? Тем, что, в общем, из взрослых людей там было всего 2 человека. Это Светлана Леонидовна Мушкина и Юнир Азнабаев. А все остальные это были салаги, то есть абсолютные дети. Я, который до этого год проработал в программе «Неделю», но я был там самый опытный еще из тех, кто туда пришел. Потом вот Алина Сулейманова, моя супруга, тогда еще, конечно, не супруга, Лейсан Идрисова, Гульнур Валеева, там у нее другая фамилия тоже была. Ну и много-много-много других людей. Ну, все, в общем, дети, по большому счету, были. Принимать мы их стали вот буквально на четверть ставки, на полставки от бедности, потому что никаких возможностей финансовых не было. Но у ребят горели глаза. Они с большим удовольствием взялись за это дело. Но телевидение – это вещь вообще интересная. И в те годы, надо сказать, у телевидения конкурентов не было. Мы начинали свой рабочий день в 9 утра, а заканчивался он в 3 часа ночи. То есть последний выпуск новостей на третьем канале был в 10 вечера. Мы выходили в прямой эфир, шли какие-то наши материалы, после чего мы шли куда-то гулять. И все шли всем ньюсрумом гулять. То есть то одного там провожали, то другого провожали там из нашей команды. Я пришла на третий канал, когда училась на 4-м курсе Вашингтонского университета. Мы вот пришли все в одно время. Потом к нам присоединились такие мастера слова, как Салават Каримов, Тансулу Карамышева, поэт Гельман Ишкинин. Я не могу сказать, что мы кто-то кого-то учил. Мы все учились друг у друга. Первый набор у нас были это Гульнара Сакаева, сейчас Гульнара Митяева, Гульнур Сабитова, сейчас Гульнур Валеева, Инга Николаева. Вот 3 наших первые ведущие. После первого курса по счастливой случайности я пришла на третий канал. Тогда была студия «Третий канал», работала на практику. Меня приняли, сказали делать такие-то сюжеты для новостей. Тогда мы параллельно с БШН, у нас была своя студия новостей, мы делали новости, причем на 2 языках, на русском и на башкирском. И когда директор третьего канала Юнир Ахмедзянович Азнабаев и главный редактор Светлана Леонидовна Мушкина, когда они узнали, что я владею 2 языками, они стали использовать это по назначению. Был проект «Ситуация». Мы приезжали на съемочную площадку, где собирались люди, которые просто вот находились в каком-то конфликте, либо с действующим там, муниципальной властью, либо в конфликте между собой. И мы просто пытались этот конфликт каким-то образом продемонстрировать и сделать так, что после отъезда съемочной группы ситуация как-то нормализовывалась. Вот это и стало, наверное, неким таким началом проекта «Уфимское времечко». Главное, что нам повезло, потому что нам давали учиться в прямом эфире. То есть учиться в эфире. Сейчас представить себе такую ситуацию невозможно. Уже появилась своя камера, своя монтажка МВ-5. В ней учились и юные корреспонденты, и начинающие монтажеры. Было
6 аппаратных видеомонтажа. Буквально я сам сразу устроился в 5-ю, как бы она работала в формате VHS. Как бы это для нынешнего времени это как бы бытовой формат. Но тогда это было достаточно актуально и очень даже популярная и востребованная монтажка. Начинающих, молодых как бы отправляли на стажировку в аппаратный номер 5. Они нас учили вот ко всему. Вот не только тонкостям телевизионной работы, не только передачи делать, а как жить. Мы даже, вот, я помню, приходили, советовали, с кем дружить, как дальше жить. Все рассказывали про своих парней, про учебу. И всегда получали ценные советы. И я вот сейчас думаю, как они могли вот нас сидеть часами выслушивать. Ты же знаешь, что они никому не расскажут, что надежные люди. Мне казалось, вот там зародился тот костяк, и люди, с которыми я тогда работала на 3-м канале, очень многие, и в качестве ведущих новостей в том числе, они работали со мной дальше на телерадиокомпании БСТ. И это было очень приятно. Говорят, что на 3-м канале была программа со звездами. Тогда это, конечно, было интересно. Тогда, конечно, любая звезда и приезд этой звезды был большим событием. Вот. И мы делали эту программу. Я помню, мы были безумно популярны. Просто безумно, потому что мы приезжали во двор, мы снимали там квартиру. И детишки со всего двора сбегались и начинали петь песенку. У нас такая песенка в заставке была: «Говорят, говорят, говорят». Что? Вот, и вот все это пели, мы просто там, я не знаю, там Филипп Киркоров вот, отдыхал. 3-й канал перерос в такой большой коллектив, башкирское спутниковое телевидение. Считаю, что все это начиналось с 3-го канала. Пришло новое оборудование, было более-менее все свободно. Мы свободно могли что угодно делать, что хотели, то и делали, по большому счету. Понимаете? И самое интересное, все, что было задумано, почти было все сделано. Время такое, ну, такое, с сумасшедшенькой. Потому что там у всех горели глаза. Тогда как-то финансовые и материальные, личные, имеется в виду, заинтересованности, они отходили на второй план. Во главе угла там всегда стояло творчество, что-то новое сделать. Тогда и во всей России происходило становление нового телевидения. И поэтому это было время тоже экспериментов. Салям, салям, салям. Доброе утро. Любопытная информация, музыка, прогноз погоды, сюжеты и, конечно же, любимые ведущие. В 1995 году нас с моим коллегой Ришатом Медиаровым пригласили на телевидение. Как раз собирались открывать утреннюю программу и набирали, видимо, кадры для этой утренней программы, совершенно новой. Я вот помню, как сегодня, это было 12 сентября 1995 года. Нас пригласил к себе Булат Юрьевич Каримов. Он сказал, что вот у меня все, у меня задание, ребята. В начале октября утренняя программа должна выйти. Ну, и мы поняли, что насколько все серьезно. И закипела работа. Мы вот с Венерой Юмагуловой, режиссер, художественный руководитель программы, тогда мы целыми днями сидели, разрабатывали рубрики, придумывали темы разные. Там, в общем, это был целый месяц такой вот был работы, почти месяц. А вот уже 3-4 октября программа открылась. Все внимание на экран. Это они, энтузиасты, 20 лет назад открыли первый эфир утренней информационно-музыкальной программы «Салям». Все было в новинку, всему приходилось учиться. Вот уж где адреналин. В «Саляме» тоже вот посчастливилось работать с такими, известными людьми. Вот Валерий Петрович Ермоленко был нашим режиссером и ведущим одновременно. Это легенда телевидения. Яркий Энварчик Шадавлетов. Я не могу не вспомнить режиссеров, которые работали на прямых эфирах. И прежде всего, конечно, это Рыля Бореевна Валеева. Так же, как и Шаура Урманцева, которая тоже была очень яркая индивидуальность. И красавица, и такой яркий
режиссер как режиссер. Она могла заставить нас не просто сидеть на кресле, а вот встать, допустим, и пройти. Чего не делали другие режиссеры. Естественно, начиналась легкая паника, там, потому что операторы и осветители говорили, что нет, это невозможно, потому что мы сейчас... А это прямой эфир. Там уже нет возможности переиграть. Она уже все сказала, ведущий уже встал туда на точку, и все, заканчивается сюжет, и уже все выдают в эфир. То есть вот так вот работали. Были такие моменты, и это было очень здорово. Здравствуйте, уважаемые телезрители, всем доброе утро. 30 сентября на календаре. Настало время просыпаться, и делать мы это будем, как всегда, вместе с информационно-музыкальным каналом «Салям». В студии ведущие... Испытания «Салямом» 20 лет назад проходили практически все. Ведущие, журналисты, режиссеры башкирского телевидения. Каждое утро по 2 пары на башкирском и русском языках. Ведущие приезжали к 5 утра. По ходу движения их вместе с выпускающей бригадой собирала дежурная машина. Не обходилось и без курьезов. По-моему, это все телевидение уже знает эту историю, как я проспала на один из первых эфиров. Это было в октябре, 19 октября, или 20 октября 1995 года. Я проспала. Ну, конечно, я проснулась, может, 15-20, но уже все. Автобус уже уехал. И мне мой супруг говорит, ну все, ты иди, пешком иди вот по трассе. Наверное, он вернется, он тебя заберет. В 5 утра мы еще живем там за городом. Ну, дошла до трассы, стою, уже голосую. Машин, конечно, такого движения, потока машин, конечно, не было. Там, и тут случайно проезжает такси, я там голосую, все, он меня привез. До сих пор я запомнила, это, значит, «Волга», автомашина 9079, водитель Александр Гусев. До сих пор у меня в блокноте, я всегда открываю, смотрю. Конечно, мы сразу в прямом эфире передали ему спасибо. И наш режиссер, вот Шавра Урманцев, говорит, ну что ж ты, его надо было завести сюда, мы бы его показали, что он вот там довез до эфира нашу ведущую. В общем, такие эпизоды тоже были. Если брать период, когда я работал с программой «Салям», то, конечно же, это... Все корреспонденты, которые работали вот эти годы, из этих 20-13 лет я вел программу в прямом эфире. Совершенно нельзя не назвать Дилару Зарипову, которая руководила «Салямом» очень долгие годы и очень успешно. Причем она была вот единственный редактор, отвечающая и за башкирскую редакцию, и за русскую редакцию. Наш дружный коллектив «Салямовцы» – это Вариса Нигматуллина, Индира Загидуллина, Алена Сатылбаева, Светлана Абсалямова, Ирина Минигалеева, Зиля Нигматуллина, наш звукорежиссер, покойная Салиха Ишбулдовна Бурангулова. Ее же все называли Салиха апай. Человек с феноменальной памятью. Она всегда знала, в какой кассете, на какой кассете, у этой песни какой тайм-код, продолжительность, в чьем исполнении, вариант исполнения. Мне что очень поражало в этом человеке, насколько она любила свою профессию, насколько она любила исполнителей, с какой трепетностью она относилась к своим коллегам. Со временем процесс работы совершенствовался, открыли редакцию утреннего вещания. Все вошло в свою колею. Наши режиссеры – это Райля Бареевна Валеева, Резида Валеева, Гульсум Рахматуллина. Но если я кого-то забыла, пусть они меня простят. Они прекрасно знают, что мы их любим. Было огромное количество сюжетов из разных районов республики, то есть обязательно отслеживалась география. Заканчивается прямой эфир, и наша команда по очереди выезжает в районы, и в каждой программе у нас выходили по 5-6 собственных сюжетов из разных районов республики. Я думаю, эти были прекрасные годы нашей работы. Впервые появились на «Саляме» те ребятки, которые на сегодняшний день без всяких натяжек являются действительно лицами канала. Женя Романов. Сейчас Женя лицо новостей, он же их и пишет сам, и также редактирует. Он приходит
работу в 9 утра, и пока он эфиры не собрал, то есть у него первый эфир 11:30, 16:30, 17:30, 21:30, но помимо этого он еще ведет, скажем, 3 утренние новости, которые выходят на русском, это 7:30, 8:30 и 9:30. Он вот это все отписывает, и рабочий день у него заканчивается где-то в 11, полдвенадцатого вечера. Старой команде всегда приятно то, что вот наши салямовцы, это Альфия Аминева, Фаигуль Давлетьярова, Лилия Курамшина, Евгений Романов, Наиль Юнусов сейчас являются звездами башкирского спутникового телевидения. Вот Земфира Байбулдин – это как раз из тех людей, увидишь, уже не забудешь никогда. Потому что ее энергетика пробивает экран. Я думаю, когда выходит 2-часовая программа в эфир, в прямом эфире, нужна слаженная команда. Тут ты не можешь говорить, что ты делал эту программу. За кадром остается столько работы. Это работа оператора, звукорежиссера, режиссера, инженера, техника, водителя. Когда вот вся эта команда работает слаженно, как один кулак, получается хороший продукт. Спорт на нашем телевидении был всегда. А вот у нас мотогонки по гаревой дорожке нигде в мире не было. Там была обычная гаревая дорожка. И там были прямые трансляции на весь мир. Живые трансляции. Виктор Егорович, да, он там в комментаторской кабинке комментировал. Шайдуров, ура! Он победитель, он чемпион мира! Ура! И весь город кричал «Ура!», и мы слышали, как за стенкой кричали соседи. Потому что мы переживали. Я всегда знала, что в моей сфере есть мэтры, которые работали до меня и работали исключительно хорошо. Виктор Григорьевич Мушкин. Это человек, как его сейчас назвали бы, он возглавлял корпункт по нашему региону по спортивной работе. Он работал и на радио, и на телевидении. Он вообще был настолько мобильным, несмотря на то, что лет ему было немало. У него был потрясающий голос. И он настолько тонко знал всю структуру спорта, что тут ли зазнаваться. Надо было просто смотреть, что называется, в оба. Рашид Аюпов, Лиза Валеева, Усман Гемгуров, Николай Пасконов, Андрей Ничков. На самом деле их немного. Спортивных журналистов, которые в разные годы проводили на спортплощадках не только рабочее, но и личное время. Потому что они буквально жили и дышали спортом. Тогда уже работал очень успешно Юлай Рамазанов. Я расскажу один интересный случай. Я шла на прямой эфир вечерний. Юлай приехал из Магнитогорска. И рассказывает мне, вот мы с Пал Палычем съездили, за Гедулиным съездили в Магнитогорск, он взял 2 камеры ТЖК, я взял свою собственную камеру. Так вот, Юлай расставил эти камеры по периметру Магнитогорского дворца спорта и снял практически трансляцию хоккея. Приезжаю утром на работу, Юлай, видно, что он провел эту бессонную ночь в монтажке, но он был такой довольный, он был счастливый. Он выступил как оператор, как режиссер, как комментатор. Мы с Фердаус Харисовой снимали проект «Планета Сумган». Проект был очень сложный. На протяжении 2 недель мы жили практически на необитаемом острове, без еды, без каких-то благ цивилизации. И нас, конечно, ели комары, никаких фумигаторов, ничего туда брать было нельзя, по регламенту. И мы подожгли полено и так углем, чтобы комары не залетали, обошли. Лежим, и Фердаус говорит, кажется, мы горим. А мы закрыли палатку, и потом мы ничего не можем понять, открываем глаза, кругом дым. И она говорит, горим! В общем, спасла нас тогда Фердаус всех. Это уже потом. Им на смену придет новое поколение спортивных комментаторов, которые прославят Башкортостан на всех орбитах. Максим Балобанов был четкий эрудит, человек, который спортивный аналитик, Роза Хабибулина. Уникальный спортивный журналист, с которой всегда очень тепло общаться. Татьяна Резван, Юлия Антипова, Артем Кочешев, он появился потом.
Юлия Малюкова тоже появилась потом, Ирина Салимгареева, Андрей Юртаев, вообще известный комментатор, режиссеры Ильдар Абзалилов, режиссер повтора Валера Габасов. Это люди, на которых можно было положиться. Без слов, если нужно было, быстро смонтируют и преподнесут материал со своей всегда ноткой. Где-то они на музыку переложат какие-то интересные фрагменты, сделают какой-то видеоряд потрясающий. Хорошая атака получилась у юлаевцев.